Так, всем привет. Решил доложить обстановку, а то меня уже навстречу едет. Ну, кто-то там узнали по машине. Говорит, где видосы, как дела? Ну да, я последнее снял, когда на станцию заезжал с этой фарой. Там, ну, задефектовать или что-то еще. Но в итоге они подключили компьютер, перезапустили ее с компьютера, она заработала. Потом у меня через 2 опять эта ошибка вылезла. Вот сейчас тоже я остановился, до этого работала. Сейчас опять вылезла ошибка. Фара неисправна. Она как-то, получается, при тесте, видно, не проходит, и диоды эти не загораются. Ну и что в целом тогда это, получается, было, когда на станции я был, наверное, числа 8, наверное, мая. И получилось так, что с этими ремонтами, там потом праздники, потом какие-то расценки такие, что я там простоял 2 дня и нашел по мелочи там, ну как нормальная цена, но недалеко. Типа в Рязань съездил там на РЦшку 5, там опять выгрузился, с утра позвонил там на Востоке, с кем работал. Ну и в итоге они мне говорят, на Якутске есть на пятницу аж, ну то есть, грубо говоря, неделя ждать. Думаю, ладно, что-нибудь буду искать на Питер. В общем, это с Питера на Якутск. Ну и думаю, похожу по музеям или там по месту куда-нибудь съезжу. Потому что, ну, вообще не вариант был. Какие-то цены с Москвы не уедешь. В общем, зашел там какой-то пластилин. Не знаю, они там его используют, что-то там, ну, абразивы там делают, как основа, я так понимаю. Ну, короче, такое загрузил на Питер. Выходные выгрузки не было. Вот это я добежал до Питера. В понедельник выгрузился, и мне звонят, говорят, да, давай на Якутск во вторник. Ну и так совпало все. Я, получается, во вторник загрузился и в 10 утра из Питера уже и выехал. Это 17-го было. Короче, понатвисал кучу времени. Ну и все, вот тут качусь, к Новосибирску подъезжаю. По пути заехал, ТО сделал в Челябинск. Ну вот разница нормальная с Москвой. В Москве они там сказали масло с фильтрами, там что-то 110 тысяч. В Зеленограде. Ну типа предварительная цифра. А в Челябинске, вот мой счет, получается. Все в кучу, еще плюс воздушный фильтр. Воздушный 18 стоит. Ну, решил поменять. 18 900. И ТО, ну, вместе с фильтром, короче, 70 тысяч. А в Москве без фильтра 110. Ну, так вот, если фильтр отнять, там, грубо говоря, 51 тысяча. Как бы в 2 раза отличается. Ну и плюс я там попросил, посмотрите, типа по пути что-то посвистывает на холодную ролик. Они мне по гарантии поменяли ролик. Ну такой как вилка, там получается один ну как с натяжителем, то есть на этой, ну натяжитель с 2 роликами, в общем. Это поменяли и увидели, что впереди маслозаливная горловина, она такая идет гофрированная труба к блоку туда двигателя. Она тоже там упиралась в крепление и протерлась. И такое чуть-чуть масло. Ну, в ней же там нету давления никакого там особо. Пары там. Чуть-чуть запотевания. Короче, заказали мне этот шланг по гарантии. Его не было. Сказали, позвонят, как придет. И что-то там кондиционера стояночного, компрессор. Он со своим электродвигателем там, не знаю. На нем какие-то тоже запотевания непонятные. Хотя им, я не знаю, не пользовался. Один раз, по-моему, включали в прошлом году его. Именно так, как стояночный кондер. Не, он может быть, кстати, сам запускается. Здесь же пуск. Нажимаешь, тут сразу и автономка, и этот кондиционер на одной кнопке. И он сам решает, что включить. Подогревать. Ну, что у вас выставлено на климате. Подогревать или охлаждать. Короче, его заказали по гарантии. Не знаю, там, может быть, это с этого патрубка, там что-то масло попало. Ну и все, и вот это был в Челябинске. Получается, все мне поделали быстро. Там тоже подошел ко мне Сергей, коллега по несчастью дальнобойному.
ну как может, ну коллега по, у него тоже на своей Вольве он тоже там клапана регулировал. Если что, тебе персональный привет, Серега. Ну и все, и поехал дальше. Вот уже я проехал 400 с Питера. 4 суток еду. Утром было, ну там чуть-чуть, если по московскому времени сейчас 2 часа. Сегодня, сейчас какое число-то? 21 мая, да? Ну, короче, 5-е сутки у меня пошли. К Новосибу подъезжаю. Короче, по гарантии все делается. С фарой опять вот эта ошибка, ну, непонятно. Она такая плавающая, как они ее не могут задефектовать. То есть тесты подключают, она работает. Вылетает непонятно из чего. Ну, сегодня, например, ночью ехал, все работало. Без ошибок. Давай, бери. И оно, главное, всегда, ну, то есть, поворачиваешь ключ, и оно, видно, тестить начинает, и выскакивает эта неисправность. Сейчас проедешь сколько-нибудь, заглушишь, заведешь, оно при тесте не обнаруживает, все работает. Фара, кстати, да, когда я документы потом подписывал, там общее дело мое. Ну, последний счет, типа, по гарантии, вот это электрик там что делал. И я смотрю, там подложен счет на замену этой фары, она что-то там, цена у нее 116 тысяч. Я думал, что она побольше стоит. Да, в общем, Якутск. Открылась переправа, по-моему, у них. Недавно совсем. И, как обычно, бананы в Якутск, Санкт-Петербурга, ближе нету. Там они раньше возили с Приморья всегда, а сейчас в Приморье не стало бананов. Ну и все, в принципе, можно постоянно эти бананы возить, потому что люди эти занимаются только бананами. В общем, будем смотреть, что с этого получится, потому что там по западной части вообще как-то... Сейчас газель проходит, работай смело. Сейчас я придержу. Расценки такие, что я когда приехал, выгрузился, меня там в Кемерово погрузка, на Кемерово подвели с Липецка, ну а я как бы поехал в ту сторону, думаю, на погрузку доеду. У них там или качество не пошло, или что-то такое. Я в итоге, получается, домой доехал вообще пустым. Потому что цен, ну как за 30-40 рублей километр, я даже лучше пустым. Понятно, специфика с востока возвращаться сейчас тоже цен нету, но у меня там есть варианты с догрузами, там все насобирать, там хотя бы 50-60 рублей за километр можно будет постараться. Будем смотреть, сейчас пока до Якутска мне еще пилить. Где-то тут на навигаторе у меня стояло до Бестяха. Сколько осталось? 5200 мне еще. Расход припал, да, вот я, получается, эту соосность на прицепе сделали, ну, как бы разница есть. Ну, понятно, оно и теплее стало, и все до кучи, но я сейчас иду, у меня 30,6 расход, а был вообще там по платке до Москвы, по платке вообще там 23 что-то, 23,7, по-моему, самый минимум был литров. Потом чуть-чуть на Урале подрос до 32. И вот сейчас вот здесь от Кургана за Челябинском по равнине тут бежим. Он все время падает у меня. Ну, сейчас с Кемерово начнет расти обратно. Посмотрим. У меня есть, как бы, я тот раз один точно такой же вес, все такой же груз с Питера на Якутск. У меня был 48 расход. А сейчас приеду, вот и будет разница видна. Пару литров на тепло можно откинуть, что мороза нету, но вот разница вот этого соосности на прицепе. 2 колеса я новых купил в Питере, заехал на шинный центр задних, там не стал уже ничего выдумывать, думать, блин, все, ну, бока прям такие поеденные, уже там кое-где там корд тряпочный видно, какими-то пятнами. Ну, на центр заехал, мне там парень посоветовал, говорит, что заморачиваться, вот нормальная резина Атани, как тайландская. 41 рубль колесо, короче. 2 штуки новых поставил на заднюю ось. И спокойно качусь теперь. Так что все нормалек.
81. Вроде не бригадирю, никого сзади нет. Ну, как-то и машин, мне кажется, меньше стало. Не знаю, тут хотя бы Новосибирск, Омск поплотнее днем движения было, мне так кажется. Ну, я, правда, так еду, 80 мне, получается, обгоняют иногда. А я никого не догоняю особо. Там пару бригадиров таких было там на... Типа газоны, там вездеходы какие-то там. Ну, местные выезжали. Ну, свободно тут движение такое. Так, что еще, что еще? РФ работает, я его не глушил, ничего, температуру держит. Посторонних вроде звуков нету. Ну да, получается расход 36, 405 я проехал. Уже на машине 164 700 пробег. Ну, из этого пробега я, наверное, 1015 пустым наездил. Я ж так принципиально вот это дешево, типа, неохота ехать лучше пустым. А сейчас, получается, с моим подходом принципиальным на Западе я должен ездить только пустым, получается. Там даже с Крыма цены такие, ну, на Питер, например, 7 рублей, да, там. Ну, 7,50 я там видел максимум. А в Крым вообще там, не знаю, 60-50 там. Как бы, ну, даже в круг там 50 рублей не получится. Короче, кризис в перевозках. На Якутск нормально платят. Цена старая, но это старая уже цена, как бы, на фоне всей этой задницы. Нет, как, короче, базовых условий для того, чтобы ее поднять. Сейчас единственное, что тогда я по реке, по Лени проезжал по льду, а сейчас паром будет. Ну, получается, потратиться на паром, не знаю, сколько он там стоит. В прошлом году 6000 стоил, когда навигация уже открылась. А в этом году, ну, там потом спрошу по рации. Какая разница, все равно переправляться. Это там есть, конечно, когда перед тем, как лед станет осенью, ну, зимой, в начале там, с ледоколом, когда там и до 100 000 доходит переправа. Целая эпопея. Ну, сейчас и будем проверять этот заезд на паром, как там, минус бампер, может, будет. Там-то по песчаному берегу. Ну, вроде как в Пестяхе там должно быть нормально, все ездят же как-то. Что-нибудь оторвать там. Так, что-то еще не... Вроде все рассказал, в общем, так, что, как дела. Получается, месяц май так себе прошел, вот это я взял загрузку на Якутию, ну и нормально должно быть все, а там уже будем разбираться, что с Якутска оттуда пустыми опять, или же меня уже там с Хабаровска ждет груз. Вот, ну, как бы там частично, да, груз мой. А основной груз, вот посмотрю, что за цены будет. Может, просто догруз заберу и уеду налегке. И опять на Якутск, может, загружусь. Потому что вроде как надо машина. А так на Владивосток что-то фруктов особо не едет. Там яблоки уже закончились. Ну, там начинается, там молодая картошка, всякие такие движники, но я что-то не попадал. Я посмотрел на цены, просто ехать там грузиться где-то там какой-то редиской в полях, там 3 дня грузиться, потом 2 дня или 3 рынка там. И цена там, ну, типа в Новосибирск 240 там. С рынком, с этим. Как-то так. Ну, получается, а рынок это такое дело абстрактное. Они тебе потом будут там 5000 рублей, по-моему, платят 5000. Ну, как в условиях так, я ни разу еще на рынке не был никогда. Типа 5000 рублей, если ты с рэф молотишь, и 3000 просто стоишь, если свыше, ну, 3 дней, я так понимаю. А там в группах народ с Москвы на Новосибирск, там типа машина что-то 200 с Москвы была,
И там пишет: о, мы тут приезжаем, у нас тут чемпионат по нардам. Приехал, короче, с яблоками, 14 дней стоит, торгует с него. И там еще осталось. Ну, короче, такое себе занятие. Можно за эти 200 раз приехать и прожить в Новосибирске месяц. В общем, будем смотреть. Пока, понятно, там позитива в плане роста там какого-то нету. Ну, вот сезон рыбы с Владивостока обычно июль там. Вот будем смотреть, что с этого получится. У меня есть как бы свои, кто загружает оттуда. Ну, тоже цена, ну как, ну дороже, чем так дают. Тысяч там на 80 я могу поехать. Но оно в целом, как я в прошлый раз догрузами меня обломали, там 360. Как бы, с учетом того, что специально ехать туда 300, чтобы загрузить. Ну, 300 пустым с Якутска, чтобы загрузиться за 360. Короче, посмотрим, может какие-то варианты будут с Хабаровска там или что-то такого рода. Потому что цены, ну, именно с востока, вот, например, приедете там в Улан-Удэ, там оттуда на запад уйти вообще только пустым, наверное, или там, ну, бесплатно. Ну, как на Солярку даже там частично. Ну, так вот. Грузов очень мало, машин очень много. И включаются законы рынка, и все. Посидишь принципиально. Типа дешево не едешь, но когда месяц проживешь, уже обстоятельства заставят. Ну, на то и расчет как бы. Потому тут надо или волевое решение сразу сваливать отсюда. В общем, такие дела. Да, трасса посвободнее точно стала, потому что, ну, представьте, да, сейчас по местному 6 вечера уже, да, получается. 6 вечера, и такой впереди вон одна машина вдалеке, и сзади никого. Ну, это как бы, ну, единственная дорога на восток. Как ночью трафик такой. На улице, кстати, 28 градусов плюса здесь. Было даже 29 где-то. Это вот именно с Омска начало. Я вот ночью к Омску подъезжал, было там даже 4 градуса в каких-то местах с утра. Ну, как я даже не с утра, я, получается, попозже по местному, там почти в 11, наверное, проснулся от того, что духота такая в машине. За 2 минуты до будильника. Так, поставил от фонаря. Но я где-то там уже на рассвете приехал до Омска. Хотел проехать. Там, ну, где транспортники стоят, чтобы там никого не было. Видишь, наверное, что-нибудь начинают спрашивать. А лишний раз общаться с ними. Ну и в итоге тут лето оказалось. Такой прямо горячий, прямо ветерок. В Москве сейчас 15 градусов, вот здесь 28. Так что Сибирь скоро будет как Краснодарский край. Даже в Краснодаре, по-моему, попрохладнее сейчас. Ну да, тут даже, кстати, вот по логистике смотришь, много, ну, картошка. Вот Красноярска есть погрузки картошкой во все стороны. И там и к нам туда. Омск, Красноярск, Кемерово, картошка. То есть тут, блин, нормально. Стала погода такая, что, видите, картошка растет в полный рост. А тут же такие болотистые, торфяников много. Как раз картошка любит песочек, такое все. Так, ну вроде все доложил. Не знаю. Потом буду уже интересные места будут. Потому что на Урале там хотел что-то поснимать. Там всю дорогу дождь шел. Так особо интересного ничего. Еду. В Челябинске в очередной раз понравилась станция Volvo. Что, записался на 8 утра, ночью подъехал, охранник меня сразу поставил. Там все, давай, я там, ну, такие, ну, как бы без проблем. С утра расцепился, я уже, получается, в 12 уехал оттуда. За 4 часа они мне там по гарантии ролики поменяли, все попроверяли, и там все поназаказывали, и ТО сделали, воздушный поменяли. Все везде попроверяли там.
Нормально вообще. Короче, рекомендую. Трак-сервис Челябинск. Да и цена по сравнению с Москвой. В Москве вообще как бы своя атмосфера. Видать, просто деньги нужны, не знаю. У них там даже масло вот это вот. Она мне сказала, у них 1500 литр стоит вот это же масло ВДС 4.5, 10 В30, которая вольвовская. А здесь оно стоит 562 рубля литр. Ну, то есть, как бы вообще больше, чем в 2 раза разница. Ну, я даже, кстати, в Зеленограде как-то раз ТО делал еще до вот этих поднятий цен, да. Ну, я без всякой задней. Я все время ТО делал там в Челябинске, в Артеме. Там 32-36 тысяч, вот так вот было. Ну, я в Москве, когда машину, фару меняли, без всякой задней, говорю им, там, поменяйте масло заодно. Ну, и все, они поменяли, 65 тысяч. У них тогда еще даже было дороже в 2 раза просто. Ну, просто нужны деньги, да и все, наверное. Плюс у них там еще такой прикол. Загнать машину 1000, выгнать 500, что-то там. Ну, где-то счет тут. Ну, сейчас не найду. А, я попросил почтой отправить. Ну, сам факт, там просто за все там понаписано. А тут просто, ну, что, двигатель, масло, фильтр, замена всех фильтров, там 1700 рублей. Фильтр, водоотделитель. Ну понял, это топливный первый. 1000 там что-то топливное, короче. Ну так, им же надо как-то зарабатывать. Понятно, а в Москве надо зарабатывать еще больше, потому что там своя атмосфера, да, там станция, содержание, зарплаты, все. Там огромная станция, конечно, в Зеленограде, там все мультибрендовая получается, и там что хочешь делают. Ну, это у меня базовая станция такая, я там по гарантии, в принципе, могу их забадывать. Но это челябинские мне говорят, а что, если вы тут все время проезжаете, типа, нам, давайте мы закажем, там, если вам не спешите вы. Они мне этот патрубок, который протерся, замотали там изолентой, чтобы там дальше ничего не капает. Ну, оно не капает, ничего, там просто такое запотевание масляное и все. А, и еще этот отсутствовал отбойник на кабине. Ну, там спереди отбойники такие длинные, резиновые. Просто одного не было. Они тоже увидели это все, мне сразу и отбойник поставили тоже бесплатно. Не стали там причины выяснять, ну не знаю, его просто не было. Он открутил, он такой просто закручивается, как болт с такой резинкой, демпфер. Ну, то есть кабина, когда ходит, он там упирается в посадочное свое место. Крайняя точка, как бы, хода, ограничитель. А так, в принципе, все остальное в порядке. Фильтр я тоже поменял, но я так 80 тысяч проехал, думаю, поменяйте. Его достали, он так не особо грязный был. Надо теперь иметь в виду, что его, наверное, 1000 через 120 менять, наверное. Это мне Сергей с него, он говорит, что-то ты рано. Ну, я уже там открыли все, думаю, ладно, теперь, ну, буду знать. Увеличу интервал замены его. И у меня как раз будет тоже регулировка клапанов, наверное, в следующий раз как-нибудь подгадаю, тоже в Челябинск заеду, там вроде как сказали, мастер у них хороший. Первая на 200 тысяч Volvo рекомендуют. Ну, там некоторые приезжают за клапана, говорит, ну, там 600 проезжают, типа вспоминают, что их надо регулировать. Открывают, и все в порядке. Ну, оно бы слышно было, честно говоря, что-нибудь закатело бы, или как-то там. У меня вроде как нормально мотор работает, пусть проверят. Уже в следующий раз как раз вот будет там 200 тысяч. Чуть раньше масло поменяю, там на 37 там. Ну как, подгадаю, как я буду проезжать. В общем, вот так вот. Ну да, по ошибкам вот она. Время движения превышено, правая фара. Вот. Обратитесь на станцию техобслуживания. Правая фара дальнего света неисправна. Ну и все. Она то исправна, то неисправна. Как бы эти что же, ну как тесты подключают, она оживает. Ну типа
отремонтировали. Потом гарантия кончится, она умрет совсем, 116 тысяч. И то это я ее менял до вот этих всех движений, такой счет у нее был, а сейчас она может и по-другому стоит. Ну это они под гарантию подкладывали, там, ну получается, все, что с фарой связано, видно файл этот. Ну я как раз в Москве там проблемно где-то помыть РФ, я думаю, ладно, вот выскочила ошибка, поеду фару, пусть задефектует, РФ помою у них на мойке. А то я там эти деревья привез, там от них земли, там пол РФа было. В общем, ну дальше начнется природа. Уже пойдем к Ултуки, там буду там уже подснимать что-нибудь. Это уже как-то привычка отвалилась, что-нибудь заснимать. Тут как бы ничего не происходит, такое движение монотонное. Сколько там, что? У меня навигатор пытался, чтобы на нем показывало, сколько мне там осталось. Все, поставил нижний бестях. Он пишет, нет возможных маршрутов. Ну, не понимает том-том этот, что на машине можно туда добраться. Ну, тут вбита просто грузовая машина. Он некоторые видит, например, мосты, да, где там 20 тонн стоит, и все. И он считает, что, блин, все, другой дороги нету. Ну, почему-то до как-то Чульман я выбирал, вроде как в Чульман он показывал. Вот, видите, Нерюнгри аэропорт, да, я ехать. Туда, не знаю. Он показывает прям на... Прогрузится сейчас. Вот, видите, маршрут на глобусе. Ну, видите, сюда может. А вот так. О, классно, да? Он так масштаб понимает по России, что показывает прямо глобус. По глобусу, в общем, едем. Время прибытия в пункт назначения 17 часов 0 минут. Ну да, правда, плюс 2 дня еще пишет. Как-то он быстро собрался туда доехать, не знаю, 4400 до Чульмана, ну и там 700. В принципе, правильно, да, где-то так и есть. Ну, вот она, наша маршрутизация. Байкал огибаем и погнали. Там, в принципе, по погоде смотрел, там вроде как потеплеет скоро тоже. -3 там еще ночью, где кое-где может и снег навалить. Было. Так что я не стал резину менять. Я оставил эту зимнюю, наверное, ее, получается. Ну, раз на Якутию ехать, там по гравию все равно она как бы помощнее выглядит, чем та чуть-чуть. Я прикатал ее уже. По скальнику еще и порвется, думаю, пусть лежит пока. Посмотрим. Сейчас, если на Якутию буду ездить, туда лучше резину такую. Там дождь пройдет, там и по гравийке можно не заехать на лысой резине. Да, погодка радует. Тут, конечно, 28 плюса. Так что, если кто отдыхать, лучше сюда. Здесь точно уже теплее. Сейчас озер, тут куча, какой-то курорт проезжал. Тут. Забыл название, она как-то. Там же такими темпами погода постоит, там и вода прогреется. Аквапарк, там что-то такое говорили по радио. Заезжайте, ну в сторону 19 километров было. Ну, в общем, такие дела. В целом обстановку доложил, едем дальше. Давайте, всем удачи на дорогах. Всем привет.